Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Уходящий год ознаменовался для столицы Якутии строительством большого количества социальных объектов, успехами в реализации мастер-плана и национальных проектов, а также республиканской инвестиционной программы. Сегодня итоги уходящего 2024 года для Якутска мы подведем вместе с главой города Евгением Григорьевым. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Конец года – традиционное время подведения итогов. Предлагаю для начала начать с экономической части. С какими показателями город заканчивает год текущий и какие планы на год наступающий? 2024 год город Якутск заканчивает со всеми запланированными результатами, которые были поставлены, во-первых, в рамках мастер-плана, во-вторых, в рамках национальных проектов. Для исполнения всех обязательств, которые стоят перед городом Якутском, была большая работа проведена с правительством республики, с депутатами Госсобрания, городской думы. Мы пришли с показателями 33 миллиарда, более 33 миллиардов рублей по бюджету города Якутска. Имеется плановый дефицит бюджета, более полумиллиарда. Это связано с исполнением новых социальных обязательств, с содержанием новой большой растущей сети социальных учреждений, школ, детские сады. В целом, надо сказать, что год успешный для города Якутска. Это радует. Уходящий 2024 стал первым годом реализации мастер-плана в городе. Что успели сделать? На данный момент по реализации мастер-плана ведется параллельная работа по 23 объектам. Стоит отметить, что благодаря реализации мастер-плана в этом году уже введены такие знаковые объекты для города Якутска, как площадь Ленина, набережная озера Сайсары, набережная у реки имени Романа Михайловича Дмитриева. Строятся социальные объекты. В преддверии игр «Дети Азии» построен спортивный многофункциональный зал на территории Сайсарского округа. Сегодня уже в полную силу работает как детско-юношеская спортивная школа. Если говорить о том, какие социальные объекты построили, я знаю, что сейчас идет большая стройка, так скажем, школ в нашем городе, пристроев школам. Какое число было построено и какие планы еще на год наступающий? На самом деле, если посмотреть исторически, сегодня происходят удивительные события. Несмотря на все сложности, которые есть в экономике, на территории города Якутска поставлен новый рекорд параллельного строительства социальных учреждений. Если посчитать все школы, детские сады, спортивные залы, поликлиники, то мы подходим почти к 20 объектам, которые параллельно строятся. Если посмотреть школы, то это 10 школ, которые сейчас параллельно строятся и построены. Среди них такие важные объекты, которые были построены в кратчайшие сроки. Мы научились строить социальные объекты за 9 месяцев. Так построены пристрой к Мархинской СОЖ, который мы открывали в субботу. Построен пристрой, введен в эксплуатацию уже СОЖ номер 19 Ягодкина, тоже за 9 месяцев. Построена и ожидает ввода школа на 990 мест на территории 153-го квартала на ДСК. Построена очень хорошая школа, пристрой к школе 8 тысяч квадратных метров, СОЖ номер 29. И таких объектов 10 штук школ. В общем, ударными темпами. Рекордными. Рекордными даже. А если говорить о спортивных объектах, знаю, что один из самых, так скажем, успешных, самых ожидаемых это был спортзал на улице Ильминской, который построили вот аккурат к играм «Дети Азии». Какие еще спортивные объекты у нас ввели в этом году? Чем нам еще гордиться? Идет строительство и многофункционального спортивного зала, который будет с катком на территории автодорожного округа у микрорайона Звездный. Он тоже будет работать в формате детско-юношеской спортивной школы. Завершается расселение двух многоквартирных домов. Это Якутская 14 и Якутская 12, в которых более 80 квартир подверглось переселению. И как только мы завершим расселение и снос этих домов, мы должны начать строительство спортивного зала на территории микрорайона Спортивный. Идет строительство специализированной школы для дзюдо и самбо на улице Губина. Также мы построили и ввели в эксплуатацию спортивный зал у Якутского городского лицея.
Поэтому вклад в детский спорт, он, конечно, в этом году сделан очень большой. При этом нужно учесть, что к детям Азии была проведена масштабнейшая программа ремонта всех республиканских учреждений, а также детско-юношеских спортивных школ. В продолжении темы ремонта я предлагаю поговорить о развитии городской инфраструктуры. Как в этом году обстоят дела с ремонтом дорог, уличной дорожной сети? В этом году мы также работали успешно в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Был проведен ремонт на 24 объектах. Общий километраж составил почти 37 километров дорог. Благодаря текущему году и в целом, если посмотреть исторически все время, которое мы работаем с 2019 года в рамках национального проекта, мы пересекли очень важную черту. Мы отремонтировали, построили 201 километр дорог. Ничего себе. На территории города благодаря реализации национального проекта. Безусловно, это является вкладом в развитие в наш город по прямому поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Евгений Николаевич, раз мы говорим с вами об уличной дорожной сети, не могу не спросить про обновление общественного транспорта. Какой фронт работ здесь проведен и как себя показала вот та самая система реформы городского транспорта? Я думаю, что уже можно какие-то итоги подвести, все-таки больше месяца прошло. Да. С 2022 года мы планомерно идем к модернизации общественного транспорта на территории города Якутска. За это время закуплено и выведено на городские дороги 124 единицы новых автобусов. Среди них есть автобусы большой пропускной способности, которые сегодня двигаются по магистральному маршруту, новому маршруту номер 100 и номер 1. В целом, надо сказать, что с 18 января мы изменили 8 городских маршрутов, объединили 2 маршрута, это 15 и 25 в 12 маршрут, добавили новые маршруты 11 и 12, и в итоге у нас сегодня функционирует также 18 городских маршрутов, и, значит, благодаря изменениям маршрутной сети мы затронули 6 новых районов, куда автобусы ранее не доезжали. Эта мера была необходима в связи с тем, что у нас город активно растет. Мы закупаем автобусы большой пропускной способности. Ну и за месяц мы видим, что практически на ноль ушло обращение граждан, связанное с изменением маршрутов. Любое изменение, оно всегда вызывает у людей ряд вопросов. Это естественный процесс. Мы не могли не изменить маршруты. Это было связано с тем, что ряд маршрутов, к сожалению, у нас находились в кризисном состоянии. Например, 25-й маршрут в течение 23-го года, к сожалению, было 2 дня, когда в полном объеме не вышли на линии. 15-й маршрут выходил в составе в среднем 5 штук, из-за чего обеспечивался график более 1,5 часов между автобусами. Конечно, это было неприемлемо. С учетом всех этих обстоятельств, роста города, необходимости заехать в новые районы, чтобы обеспечить транспортную связанность вообще. То есть у нас были районы, в которые вообще автобус не доезжал. Поэтому с учетом вот этих 2 обстоятельств мы шли планомерно к тому, чтобы сделать охват всего города и сделать автобус стабильными. Самое главное для пассажиров — это стабильность, то, что они знают, что точно приедет автобус. Вот эти мероприятия проведены, как показывает месяц изменений, мы находимся на правильном пути. Это является лишь одним из этапов. Далее мы будем работать над увеличением количества подвижного состава, будем работать над увеличением количества водителей для того, чтобы маршрутная сеть становилась еще более удобной для наших горожан. Евгений Николаевич, насколько я понимаю, эта реформа, она основана исключительно на обращениях, пожеланиях и потребностях горожан. Безусловно. Мы отталкивались в первую очередь от обращений, поступающих в наш адрес от населения, учли мнение профессионального сообщества, водителей, которые каждый день ездят, надзорных органов, это ГИБДД, прокуратура, для того, чтобы комплексно сделать новую схему движения автобусов, которая была бы наиболее приемлема и учитывала интересы большинства. И вообще всех участников этого движения. Евгений Николаевич, мы сегодня с вами коротко затронули тему переселения граждан, в частности, с адресов по улице Якутской. Какой темп в целом в этом году набран? Мы в этом году, в 2024 году, досрочно закончим программу переселения 2-го этапа республиканского. Должны были работать до конца 2025 года. Программа республиканская идет до конца 2025 года. Город Якутск досрочно закончит программу в 2024 году.
Сегодня исполнение уже 98%, и 2% это идут судебные тяжбы, где люди не согласны или не хотят переезжать, там, допустим, в какой-то дом, который предлагается для них, либо требуют большую сумму возмещения. Ну, это естественный процесс, поэтому мы завершим его в ближайшее время. Надо отметить, что благодаря поддержке правительства республики лично Арсения Сергеевича Николаева у нас переселяются внепрограммные дома. Например, адреса по улице Циолковского, у аэропорта города Якутска мы переселяем 5 многоквартирных домов под строительство летного училища. В Якутская 12, Якутская 14 тоже не были в республиканской программе. Это внепрограммные дома, которые мы переселяем под реализацию мастер-плана. Также на 17-м квартале 3 дома переселяются под строительство детского сада. Помимо этого у нас действует муниципальная программа. В бюджете 2025 года мы предусмотрели рекордные суммы. Практически 400 миллионов рублей, которые будут направлены на переселение людей, на строительство маневренного фонда. Первый маневренный фонд специализированный мы начнем строить на территории 17-го квартала. Это будет 100-квартирный дом, общежитие, для того, чтобы люди, которые проживают в наиболее сложных условиях, особенно из незащищенных слоев населения, могли переселиться в этот маневренный фонд, пока их дома будут переселяться. Евгений Николаевич, правильно я понимаю, что программа до 2025 года рассчитана и заканчивается, то есть досрочно выполняем в этом году? В 2024 году, да. А что со следующего года? Какие планы? Мы будем работать в рамках муниципальной программы, раз. Второе, в рамках реализации договоров комплексного развития территорий. Но я уверен, что также надеюсь, что нас дополнительно поддержит Арсений Сергеевич, правительство республики, и появятся тоже внеиндикаторные дома, которые будут переселяться, в том числе под строительство социальных объектов. Я напомню, что у нас по решению президента, по мастер-плану мы должны до конца 30 года построить 12 школ, 18 детских садов, 10 учреждений спорта и культуры. И под них, под пятнами, где они должны построиться, еще есть объекты, которые необходимо переселять. Ну, учитывая то, какими темпами мы построили и ввели в этом году эти объекты, я уверен, что до 30 года мы доберем и переберем. Евгений Николаевич, в заключение, что бы вы пожелали и городу, и жителям нашей столицы в наступающем 25-м? Для города Якутска я хотел бы пожелать исполнения задач, которые поставлены в мастер-плане. По сути дела, мы имеем точные планы к 2030 году, что мы должны сделать. Для жителей города Якутска я хотел бы пожелать здоровья, благополучия, чтобы родители были довольны успехами детей, а дети были и спешили обогнать друг друга в добрых делах, чтобы обрадовать своих родителей. Ну что ж, это самое главное. Евгений Николаевич, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.